каком возрасте он начал изучать исламские науки? Еще в молодости, будучи студентом в городе Буйнакск, он время от времени приходил к удеву Сааду Хаджи Мухаммада Афанди Куддис Сирруху и выражал желание изучать исламские науки. Сааду Хаджи Мухаммад Афанди ему посоветовал начинать приобретать исламские религиозные знания путем чтения книг на аварском языке, написанных арабским алфавитом аджам. Но, видимо, его сердце не хотело довольствоваться этим. Ведь каждого тянет туда, куда стремится его душа, как жаждущий тянет к воде. Поэтому он несколько раз просил своего учителя Сааду Хаджи, это сын Кудиява, Куддис Сирруху, попросить у устаза для него разрешения на изучение исламских наук на арабском языке. 2 раза ему было отказано. И в 3-й раз, видя его настойчивого стремления, устаз разрешил ему переходить к изучению исламских наук на арабском языке. Как мне известно, основным муаллимом, то есть учителем его был Куяха Мухаммад, Асса Мухаммад, рахимахуллах. Также учился он у разных известных алимов Дагестана, таких как Абау Хаджи, рахимахуллах, Дарвиш Хаджи, Усман Хаджи из Калеба и других. Каким он был как отец и на что он мог разозлиться? Он мне запомнился очень добрым человеком. Он нас никогда не бил. Да было, что на нас приходилось повышать голос. Но почти всегда он оставлял нас намеками, мудрыми указами и добрыми отеческими советами. А если с нашей стороны, то есть со стороны детей, случились большие проступки, то он сажал рядом и спокойно объяснял, спрашивал, как ты мог так поступить. Объяснял последствия этого проступка, чтобы мы понимали и сами в дальнейшем старались больше так не делать. Упор он делал не на наказание и страх, а на наставление. Бывали и такие случаи, что, чтобы донести до присутствующего человека определенные наставления, он иногда ругался на нас. За тот поступок, который совершает тот человек, но часто до тех людей, до которых он хотел донести наставление таким вот образом, не доходило ничего. И более того, они начинали считать, что мы реально провинились. Мы все это понимали и подыгрывали ему. И, конечно же, не обижались на него. А отец, шутя, говорил, что даже так до него ничего не дошло. А отвечая на вопрос, на что он мог разозлиться, можно сказать, что у него не было амбиций и желания вне ислама. Часто бывает такое, что родители используют детей, порой, может, сами того не зная, для достижения тех вещей, которые им кажутся значимыми в этом мире. И их злость, как правило, бывает связана с тем, что дети не оправдывают ожиданий родителей. А его злость в те редкие моменты, когда она все-таки проявлялась, была связана именно с соблюдением велений и запретов Аллаха. Что отец вам завещал? Завещание – это уже секрет. Он всегда говорил, что бы ни случилось, будьте мужчинами. Бихинал танука. Еще доброта, мягкость, обдуманность, осознанность во всем, проявление терпения, благодарность Аллаху, что бы ни постигло